уже 7-й сезон играют в национальном чемпионате. Потому что эта игра ценит только характер. Твой опыт, профессия, возраст, истинной страсти нет до этого дела. Только вера в себя и в команду имеет значение. От Калининграда до Камчатки, от Заполярья до Крыма. 75 регионов, 933 команды. И в каждой из них те, кто уже завтра может стать чемпионом. Те, для кого любительский спорт стал образом жизни. Те, кто продолжает традиции отечественного хоккея. И каждый год на карте чемпионата все новые регионы. Команды из Челябинска, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы уже стали счастливыми обладателями собственных катков и звания чемпионов НХЛ. Чьи имена на этот раз достойны появления на Кубке Крутого, покажет грандиозный финал чемпионата ночной хоккейной лиги. 2 недели на льду Олимпийского Сочи будут сражаться игроки 158 команд из 8 дивизионов. Хоккеисты-любители с профессиональным азартом и волей к победе. Ночная хоккейная лига. Мы продолжаем традиции. More like a jungle. A jungle where only the most powerful prevail. If you're not the fastest, strongest beast out there, you're the prey.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители хоккея, мальчики и девочки, дамы и господа, бабушки и дедушки, тетеньки и дяденьки, и все те, кто нас смотрит прямо сейчас. Здравствуй, страна! На прямом включении Сочи, ледовая арена Большой и две прекрасные команды. Хоккейный клуб «Пантеры» из города Санкт-Петербург и хоккейная команда «Спартанки» из Москвы. Дерби столицы. И два очаровательных комментатора сегодня вашему вниманию, уважаемые зрители. Михаил Гришин, Максим Гречанин. И на скамейках запасных сегодня будет работать очаровательная Ксения Мурзина, которая будет нам помогать вести этот поединок. Ну что ж, как вы могли догадаться по названию команд, а именно, вот все-таки так, в женском роде они звучат, это дивизион Амазонки, дорогие друзья, и это ночная хоккейная лига. 7-й сезон, фестиваль финальный в Сочи у нас проходит. Ну что ж, стоит отметить, что «Пантеры» играют на наших экранах слева. У них розово-черная униформа, «Спартанки» справа в черно-белых тонах. Все-таки, мне кажется, вот более... Там, конечно же, и серый есть, красного. и серого в том числе. Но я думаю, что все-таки черно-белые. И нам предлагаем мы ознакомиться вам с составами играющих сегодня команд. И по традиции начнем с гостей. Само собой. «Спартанки», город Москва, вратарский дуэт Таисия Сурникова, 4-й номер, Анна Завьялова, 30-й. Завьялова основной голкипер. Полевые игроки: Ольга Некрасова, 5-й, Алина Горбунова, 8-й номер. Горбунова, первый ассистент капитана. Мария Марченко, 11-й, Наталья Субботина, 13-й. Эльмира Мигрелишвили, 14-й, второй ассистент. Инга Якушева, 15-й. Нина Герасимова, 17-й, это капитан команды. Анна Пасхина, 18-й. Оксана Чистякова, 25-й. Анна Лебедева, 27-й. Дарья Земскова, 33-й. Анна Сусарова, 82-й. Дина Харина, 88-й. И Варвара Карпова, 99-й. Главный тренер Александр Витальевич Земсков. И тут же я перехожу к составу хоккейного клуба «Пантеры». В воротах с первых секунд встречи будет выступать Виктория Иванова, номер 35, и есть у нее коллега по вратарскому цеху. Это Юлия Смирнова. Она играет под первым номером, но пока что она, так сказать, в запасе. В левом игрок перебираемся мы. Ольга Ртищева, номер 5 у нее на джерси. Под 9 сыграет Кристина Яковенко. Это ассистентка на команды, естественно. Елена Корягина, 14 номер. Под 18 выступает Мария Григорьева. Ирина Ольховик, 26-й. Елена Дмитриева, 28-й. Под 29-м Анна Каткаускайте. 44-й Светлана Старовойтова. София Векшина, 55-й. 71-й Ольга Максимова. Елена Гусельникова, 74-й номер. Дарья Богунова, 77-й. Под 79-м номером выступает Екатерина Белоказович. Елена Гаврилова, 88-й номер. 92-й капитан команды Елизавета Логинова. И завершает заявку на этот матч Ирина Бороденко, 95-й номер. Она же также является альтернативным капитаном. Главный тренер команды Оксана Юрьевна Вдовина. Стартовала у нас встреча уже на первых секундах. Пока ты, Миша, озвучивал состав, у ворот Анны Завьяловой случился забавный эпизод, когда въехала в него хоккеистка «Пантер». И именно «Пантеры» открывают счет в этом матче. Принимает поздравления 9-й номер Кристина Яковенко. Сейчас можно спутать ее игровой номер на спине с 8-кой, но там свитер слегка заправлен в хоккейные трусы. И поэтому, в общем-то, можно запутаться. Первая шайба быстрая в сегодняшней встрече. И вот он, автор этого результативного броска, Кристина Яковенко. Девушка 22 лет. В октябре исполнится 23 года. Но видим, что выбрала в качестве игрового спортивного хобби хоккей. И сейчас вместе со своими партнерами по кошачьему составу «Пантер» готова добыть все-таки первую победу на этом турнире. Максим, скажи мне честно, ты следил за дивизионом «Спартанки»? Если честно, Миша, я изучил составы команд, посмотрел на профили хоккеисток, чтобы знать, что вообще из себя представляют женщины-хоккеистки-любительницы. Ну, так или иначе, представляют они из себя, я думаю, что сыгранные бригады и очень серьезно настроенные команды, которые будут сегодня, может быть, играть даже лучше, чем мужчины, которые до этого здесь у нас на льду присутствовали. Но, кстати, видели, что
Быструю шайбу забросили. В итоге, я думаю, это одна из самых быстрых здесь в дивизионе амазонок. Ну и одна из самых быстрых, в принципе, на фестивале. Это крупным планом голкипер «Пантер» Виктория Иванова. Ну и скамеечка запасных «Спартанок». Вообще стоит отметить, что достаточно грозные, боевитые названия здесь в Лиге амазонок. В общем-то, они соответствуют названию дивизиона. «Град-1», «Рост» и «Химик». Ну, это, наверное, самое мягкое название. «Гроза-1», «Гризли-1». Есть «Пантеры», есть «Спартанки». И эмблемы этих команд также достаточно устрашающие. В общем, они расходятся с всеобщим мнением о том, что женщина должна быть душевной, мягкой, цветущей и обаятельной. Но хотя я думаю, что вот в обычной жизни да, все эти наверняка. качества у дам, играющих в хоккей, присутствуют, но на хоккейном поле. А почему нет? Это же ведь вид спорта, это поддержание хорошей формы, это заряд бодрости, позитива и всего, чего только можно. И делает сейф у нас Анна Завьялова. А на Елизавете Логиновой правила нарушены. Затесали ее в коробочку, и первое удаление в матче отправляется на 2 минуты. 35-й номер «Спартанок». Нет, 33-й. Ну вот не совсем понять. Опять же, свитер заправлен. Возможно, это 25-й. Оксана Чистякова. Показывает нам крупным планом Александра Витальевича Земского. Дает он наставление своим командам. Это главный тренер «Спартанок», между прочим. И раскрылась загадка. Это Оксана Чистякова, 25-й номер. Ну и продолжая тему названий команд, в общем-то, если здесь играли вы, например, «Петунии», либо хоккейная команда «Радуга», то звучало это как бы, ну, не очень презентабельно, что ли, и не в полной мере соответствовало названию дивизиона амазонок. А так, «Спартанки», пожалуйста, «Пантеры». И сразу же возникает ассоциация с дикими хищницами, с неукротимыми добытчицами мяса для домашнего очага, ты имеешь в виду? И это в том числе в большинстве «Пантеры», хотя нисколько не помешало «Спартанкам» выйти сейчас в атаку и добраться до ворот Виктории Ивановой, которая вступает в игру вот так, фиксируя шайбу. Минута еще с небольшим, с хвостиком есть у «Спартанок» на розыгрыш лишнего. Ну, кстати Точнее, говоря, у «Пантер». у «Пантер»-то да, но посмотри, «Спартанки» в атаке и вбрасывание ведь заработали в чужой зоне. И насчет хвостиков, я думаю, что ты попал, Максим, здесь в точку, потому что у очень многих хоккеисток действительно хвостик наружу выходит из-под шлема. Да, вот, например, у Анны Завьяловой как раз блондинка на воротах у «Спартанок» стоит. И вот ее коса из-под шлема видна, что говорится, как говорится, невооруженным глазом. 25 секунд на розыгрыш лишнего. «Спартанки» убедительно контролируют шайбу. И задаться вопросом можно, а зачем же вы пропускали на первых минутах? Ведь сейчас контролируете неплохо шайбу, а сейчас еще одно удаление, неправильная атака соперника. Это нарушение правил со стороны «Пантер». Но я думаю, что вопрос, зачем пропускали, не совсем точно отражает игровую ситуацию, поскольку все-таки так получилось. Где-то соперник оказался чуть сильнее, где-то оборона чуть слабее. И как итог, пожалуйста, счет на табло у нас уже горит. И обоюдное такое вот удаление у нас получилось. Ну что, мы передаем. Вот сегодня так интересно еще получилось, что и сайдлайнер наш тоже представитель прекрасного пола Ксения Мурзина. Ксения, вам слово. Соперника малым штрафом наказана Екатерина Белоказович, номер 79, команда «Пантеры». Ксения, мы готовы услышать от тебя информацию. Что первое впечатление девчонки оставили очень хорошие, очень дружелюбные, спокойные. Удалось с ними немного пообщаться. Услышала, какие установки давали тренеры. Очень пока никаких нервов, нет никакой ругани. Все настроены. И даже на первую шайбу, и пропущенную, и заброшенную, обе команды отреагировали вполне себе размеренно и спокойно. И посмотрим, что будет дальше. Спасибо, Ксения, за вот такую небольшую аналитику, которую нам привнесла в наш репортаж. Да, хотел бы отметить, что сейчас на скамейках запасных настоящее женское засилье. Там одни дамы, за исключением тренера «Спартанок», оператора, который следит оттуда с
от кромки льда буквально за развитием событий, и от врача, который также в случае чего готов вступить в дело, если, конечно, кто-то получает повреждение. Но будем надеяться, что сегодня обойдется без этого. Все-таки, когда повреждение получает дама, это ни в какие ворота не лезет. Так, кстати, еще интересно получилось. Я думаю, что правильно меня поймут зрители, и ты, Максим, тоже меня поймешь правильно. Я не последний день, скажем так, не первый день знаком с читой Дарьи и Александра Земсковых. Одна у нас защитница, а другой человек, соответственно, тренер этой команды. Они муж и жена, у них есть ребенок потрясающий. И, в общем-то, вот был безумно удивлен Александр Витальевич, когда проходил мимо скамеек запасных и встретил меня там на рабочем месте. Вот. Мир тесен, земля круглая, а смотрите нашу хоккейную лигу. Да, и наверняка не знал Александр Витальевич, что ты еще и комментируешь матчи ночной хоккейной лиги, и в том числе матч с участием его команды. Ну, видишь, как вообще сложилось. Естественно, это никоим образом не повлияет на мой репортаж, потому что есть понятие такое, как комментаторский стул, дорогие друзья. Вот так вот, отмечая победу. Как это мило. Прям вот просто очень мило. Между прочим, это ранее удаленная Оксана Чистякова поразила ворота своих соперниц. И 25-й номер делает счет ничейным. Да, и посмотрите на ее реакцию. Сейчас, если будет видно, вот он бросок, хотя нам покажут, конечно, момент взятия ворот. Там Чистякова упала, но так она радовалась этой заброшенной шайбе, что действительно очень милый эпизод получился. И тут же оказалась в объятиях своих партнерш по нападению. И, видимо, улыбка не сходит с лица Чистяковой. Поблагодарила ее тренер. И спартанки допускают положение вне игры. Все-таки нельзя было шайбы касаться. Середина периода у нас первого. 1-1. Равный счет. Так или иначе, я думаю, что вбрасывание сейчас пройдет в нейтральной зоне у синей линии. Выиграли его хоккеистки в черно-белой униформе. Наброс такой в сторону все-таки лицевого борта. Но надо подбирать здесь шайбу в собственной зоне и как-то пытаться, может быть, в контратаку перейти. Другой вопрос, что придумают черно-розовые в ответ. Ну, посмотри, на первых минутах «Пантеры» смогли открыть счет в матче, а сейчас «Спартанки», вот как раз, когда играли в меньшинстве, перехватили инициативу и шайбой долго очень владеют. «Пантеры» пока никак не могут взять ее. Но вот сейчас ошибка на выбросе шайбы, и «Пантеры» просто дарят ее соперницам, отправляя снова за ворота Завьяловой. Выброс не прошел. Перехват на синей линии, бросок по воротам, но шайба здесь с клюшки сошла у 14 номера «Пантер», у Елены Корягиной. Спартанки атакуют. Спартанки комбинируют. Бросок и краешком щитка вратарь шайбу отражает. Подбор за спартанками. Это передача неточная. И завершена атака москвичек. Я думаю, что, Максим, ты не будешь против, если я пару слов скажу про регламент? Конечно нет, Михаил. Тебе слово. Итак, дорогие друзья, нас с вами ожидает 3 периода по 20 минут нечистого времени. Чистым временем может быть сыграно лишь 2 минуты в конце третьего периода, в том случае, если разница шайб между командами не будет превышать 3 штук. И, конечно же, хочу сразу добавить, что между первым и вторым и третьим периодами заливки льда у нас, к сожалению, не будет. Вследствие того, что огромное количество команд-участниц приехало на этот фестиваль. Все хотят себя показать, на других посмотреть, поучаствовать. И, конечно же, вследствие чего Лига приняла вот такое тяжелое решение — лед не заливать между периодами. Да, ну и некоторые команды, когда, особенно на стадии плей-офф, если игра затягивается и дело переходит в серию буллитов, а соответственно удлиняется сам матч по своему хронометражу, и в таком случае уже следующая пара соперников готова выйти на лед, уже толкутся в нетерпении игроки в подтрибунном помещении, но вынуждены наблюдать за тем, как предыдущая пара продолжает реализовывать или не реализовывать послематчевые буллиты, а затем еще заливка льда. Соответственно, очень много игр здесь с 10 утра не проходят, и до самого позднего вечера, от рассвета и до заката матчи идут. И у нас действительно такой фестиваль ночи в городе Сочи. Ух, как запустили шайбу за пределы поля.
Я думаю, если будет возможность, доберусь до нее и заберу себе в качестве сувенира в предпоследний день фестиваля. Только потому, что эта шайба выброшена игроками из дивизиона «Спартанок». Простите, «Амазонок». А ты знаешь, Миш, по ходу одного из репортажей уже наблюдал за тем, как шайба покинула пределы поля, даже зафиксировал взглядом место, где она приземлилась, но один из сотрудников охраны Ледового дворца Большой успел добежать до этой шайбы первым. Но у нас... Как он посмел, Максим, вперед тебя, скажи мне, пожалуйста. Я в это время был в прямом эфире, поэтому никак не мог отлучиться от рабочего места, а он расхаживал по пустым секторам и, соответственно... Собирал шайбы Аки Басков на концерте своем, да? Совершенно верно. Ну, только Басков цветы у нас собирает. Но не о Баскове речь, речь о матче. У нас потихонечку время утекает. Уж скоро будет 7 минут до окончания первого периода. Счет ничейный, паритет на табло 1-1. Но это говорит лишь о том, что, знаешь, как говорят, что счет стал ничейным. И вот игра как-то по новой должна начинаться. На самом деле это не так. Раз уже ворота были поражены, то... Стало быть, они будут... Ох ты! И не заходит шайба в ворота. Анна Завьялова каким-то чудом смогла сейчас ее отразить. Попараболина завалилась за лицевую линию. И посмотрим, чем эпизод здесь закончится. А Кристина Яковенко уже была готова в этом эпизоде праздновать взятие ворот, но увидела с грустью в глазах, что шайба переваливается за перекладину. Но сейчас пантеры оживились. Наточили коготочки на скамейках запасных, побежали вперед и смогли довести дело до 2 бросков. А здесь передача не прошла на 18 номер, на Анну Паскину. И вступает в дело Виктория Иванова. Я предлагаю передать слово Ксении Мурзиной, поскольку я вижу, что ведет сейчас работа на скамейке «Пантер». Общается Оксана Юрьевна Вдовина со своими подопечными. И, Ксения, может быть, что-то удалось тебе услышать или узнать? Ксения, вам слово. Какие-то тренерские установки услышать не получилось. Сбой связи у нас произошел, уважаемые друзья. Но сейчас атака спартанок продолжается. Девушки в светлом идут вперед. 15-я минута первого периода. Пантеры отбились. И сейчас Миша снова с грустью и с тоской в голосе, преисполненными слезами глазами взираю на тебя. Дело в том, что и эту шайбу увели у меня из-под носа. И еще одна сотрудница службы безопасности Ледового дворца Большой нашла ее между рядов и забрала себе в карман. Максим, не переживай, я разберусь в этой ситуации. Обращусь в вышестоящие инстанции. Будем подавать апелляцию обязательно. И сделаем все для того, чтобы именно эта шайба досталась именно тебе, Максим. Не Михаилу Меламеду, не Владимиру Животнику. Это наши коллеги, дорогие друзья. Ну, может быть, я бы еще подиспутировал насчет того, что Олегу Морозову она могла бы достаться. Но, Максим, для тебя я готов реально броситься в бой со всей охраной Ледовой арены Большой. Естественно, я этот бой проиграю почти сразу, но так или иначе ты хотя бы оценишь мой порыв. И вот пока вся эта заваруха будет, ты эту шайбу и утащишь. Хорошо, но затем мы вернемся на вызволять Ледовое тебя поле. придется тогда из лап цепких. Не переживай, Максим, я как Гудини что-нибудь придумаю. А мы возвращаемся на Ледовое поле. У нас черно-розовые сейчас хорошую атаку, в общем-то, проводили. Можно было попробовать замкнуть передачу, но слишком сильный пас получил игрок. Подбирает шайбу Чистякова за своими воротами. И в окружении 2 пантер она находится. 3-я здесь же рядом. Это была Яковенко. Передача под синюю линию. Бросок оттуда. Клюшку подставила защитница спартанок. И тут же к своему вратарю подъехала. Та встречу остановила. А Чистякова тем временем поблагодарила Завьялову за то, что та была на чеку. Я думаю, что голкиперы в хоккее, в принципе, должны быть всегда на чеку. Даже запасные, особенно запасные, которые вот есть люди, которые по привычке снимают игровой шлем и одевают кепку. Вот эти люди, мне кажется, супер сконцентрированы на хоккее, потому что периодически бывает такое, что шайбы вылетают с игрового поля. И надо, конечно, быть очень и очень внимательными. Ну а некоторые, оставаясь на скамейке запасных, продолжают находиться в игровом тонусе и, видя летящую в свою сторону шайбу, играют ловушкой и останавливают спортивный снаряд, стремительно приближающийся к голове.
Крупным планом, друзья, на ваших экранах Ирина Бороденко. 95-й номер «Пантер» только что была. Последние 3 минуты у нас первого периода идут. «Пантеры» в наступлении. «Пантеры» сейчас в большинстве. И пересекают они чужую синюю линию. Передача на защитницу. Бросок. Подставление 2-1. Это либо дубль Яковенко, либо прямым выстрелом шайба зашла в ворота от синей линии. Сейчас узнаем. Посмотрим повтор этого момента. Закончилось удаление у спартанок. Да, это прямым попаданием поразило ворота Я так понимаю, что да, нападающая Елизавета Логинова, капитан команды. Снова «Пантеры» выходят вперед по ходу первого периода. Стоит отметить, что сегодня девушки проводят свои заключительные матчи на фестивале ночной хоккейной лиги. И, в общем-то, оба этих коллектива являются аутсайдерами дивизиона «Амазонок». «Пантеры» уступили в 3 играх и одержали одну ничью со счетом 1-1. Сыграли с командой «Гризли» 1. Ну а что касается «Спартанок», то у них и вовсе 4 поражения, 0 в графе набранных очков. И, конечно, сегодня и те, и другие будут стараться не ударить в грязь лицом и завершить турнир фестиваля ночной хоккейной лиги на строчку выше оппоненток. Что, в принципе, возможно, потому что здесь у нас, дорогие друзья, как вы понимаете, борьба будет очень серьезная до последних секунд матча. Кстати говоря, о секундах, не надо думать о них свысока. Это сейв, и делает его Виктория Иванова. А между тем у нас минута осталась в первом периоде. Да, продолжает время тикать. Секундомер набирает свой ход. Видим, как Иванова отбила шайбу, бросилась тут же накрывать ее, дабы не позволить соперницам сыграть на добивании. «Пантеры» встают в своей зоне в боевую позу, но вбрасывание проигрывают, и спартанки выносят шайбу в среднюю зону. Борьба продолжается там. Чистякова. Мне кажется, она вообще со льда не уходит. Сейчас неточная передача на клюшку Анны Сусаровой не прошла. «Пантеры». Проброс через дальний борт не прошел. И спартанки могут еще одну постараться забросить на последних секундах периода. Но «Пантеры» шайбу все-таки подобрали. И что здесь? Будет бросок. Бросок по воротам. 2-2. Дорогие друзья, вот так вот под самую сирену залетает эта шайба. И отправила ее в ворота Ольга Некрасова. 5-й номер у спартанок. Расслабились девчонки на последних секундах. Не дотерпели немного. Не надо, потому что было теребить платочки, наверное, как в песне Гурченко. Но если вы не помните, дорогие друзья, действительно была такая песня. Стоят девчонки, старят в сторонке, платочки в руках те ребят. Ну а мы, между тем, потихонечку передаем слово Ксении Мурзиной. Может быть, удастся ей взять флеш-интервью для нас у одной из участниц этого матча. Спасибо. Номер 33. Шайбу забросила Ольга Некрасова, номер 5. Оксана Вдовина, тренер команды «Пантеры», у нас сейчас в эфире. Оксана, как оцените первый период, несмотря на равный счет, довольны ли игрой своих подопечных? Ну, игрой не очень довольна. Девочки подустали уже. Последняя игра все-таки. Надо добавлять, надо играть лучше. Ошибки, нас наказывают за свои ошибки, за глупые ошибки. Сейчас с девочками поговорю. Я надеюсь, они выйдут и покажут, как они умеют играть. В предыдущих встречах у вас одна игра закончилась ничейным счетом, в отличие от соперника, который ни одного очка не набрал. Чувствовали ли какое-то преимущество, вот, готовясь сегодня к игре, уверенность, может, большую? Ну, вообще, установка на ту игру была побеждать, а не ничья. Мы недовольны были результатом. И это не дает никакого преимущества и ничего. Как оцените вообще регламент турнира? Вы играете 6 команд по групповой этап. Интересно ли вам это или хотелось бы сыграть в плей-офф игры? Ну, это обычная игра, конечно, плей-офф это интересно, но у нас пока нету шансов на попадание в плей-офф, поэтому нас устраивает и такой расклад.
Спасибо вам большое, удачи вам в следующих 2 периодах. С нами была тренер команды «Пантера», а я передаю слово своим коллегам. Спасибо, Ксения. Вот так вот достаточно жестко настроена у нас тренер Оксана Юрьевна Вдовина, наставник хоккейного клуба «Пантера». Ну, тут, кстати говоря, можно действительно поговорить о встречах, которые команды провели. Хоккейный клуб «Пантеры» в первом матче уступил хоккейному клубу «Град-1» со счетом 6-0. Во втором матче Ростхимику проиграли, но там немножко удалось забросить. 12-3 был итоговый счет. В третьем матче в сухую выиграла «Гроза-1» у «Пантер» со счетом 3-0. И вот как раз-таки четвертая игра с хоккейным клубом «Гризли-1». Счет был 1-1. То есть ничейный. Одно очко было набрано, в общем, в этом противостоянии. У «Спартанок» история совсем другая, и она, скажем так, более грустная. Первый матч был с Ростхимиком. 9-0 поражение потерпели девчонки из Москвы. Во втором матче проиграли также 9-0 уже «Грозе-1». В третьем противостоянии с «Гризли-1», кстати, тоже пытались зацепиться по счету, но проиграли 2-4. И в четвертом поединке уступили «Граду-1» со счетом 1-7. И сегодня, конечно, решается очень многое. Например, следующее, что, я так понимаю, у нас никаких ситуаций с послематчевыми бросками не будет же, Максим? Нет, конечно, это круговая стадия. Соответственно, здесь игра завершается в основное время. И если ничья, значит, так тому и быть. Просто разыгрывают команды сейчас 5 и 6 место между собой. Соответственно, действительно, у «Пантеры» некоторые преимущества есть, поскольку у них одно очко уже набрано. И «Спартанку» устраивает только победа для того, чтобы все-таки занять строчку хотя бы 5-ю. Ну а пока что мы смотрим за атакой питерской команды. И как-то... Что здесь будет? Шайба за воротами, на пятачок передача, добивание. Будет сейв Завьялова, я думаю. Да, там, конечно, Справляется голкипер здесь. очень плотно так все друг на друга навалились. Но вот не без этого. Хоккей игра очень-очень контактная у нас. Так что поделаешь. Без учета сегодняшних заброшенных шайб команды, конечно, напропускали полные авоськи. И разница заброшенных пропущенных в глубоком минусе, что у тех, что у других. У «Пантер» 4. Но сейчас, с учетом уже этих двух шайб, 6-24, у «Спартанок» 5-31. Это примерно сопоставимо с разницей заброшенных и пропущенных сборной Кореи на чемпионате мира, который сейчас проходит в Дании. Правда, там корейцы забросили-то за 7 игр всего 3 шайбы. Но мы видим, что наши девчонки, любители, гораздо лучше сборной Кореи, которые по ходу 4, даже 5-го, еще не полностью сыгранного матча уже уделывают национальную сборную одной из стран, которая играла на World Cup 2018. Я, честно говоря, сейчас вспомнил еще одну музыкальную композицию. Если помнишь, но это совсем такие уж пионерские песни. Из чего же сделаны наши девчонки. Конечно, которые помню. вот так вот здорово играют. Не только, кстати говоря, в хоккее. Вообще очень много женщин-спортсменок у нас в России. И это отрадно, это приятно, и это замечательно. Это честь и гордость нации. И красота нации. В первую очередь. Да, Или все-таки сначала честь и гордость? все вместе. Сопоставимые эти три определения, я думаю, по уровню. «Спартанки» в атаке. Хороший наброс на ворота, но здесь на месте голкипер. И вот теперь надо, конечно, попробовать в контратаку убегать. Ее, смотри, Чистякова была, она бросала, и она же пошла в отбор. Опрокинула 14-го номера «Спартанок» Елену Корягину. И помогла своим партнершам шайбу отвоевать. Правда, достаточно просто. «Спартанки» ее подарили соперницам. Пробрасывая через ближний борт. Шайбу дальше Светлана Старовойтова. «Пантеры» пойдут в атаку. Будет бросок. Это Яковенко. Перекладывает шайбу. Держит шайбу. Передачу забыла сделать Яковенко. В итоге потеря. Ну и в контратаку не получится у «Спартанок» выскочить. Погашена была на корню. Ну, на корню, да не на корню, а вот, что называется, шайбу-то держит сейчас хоккеистки из Санкт-Петербурга с чужой зоне. Надолго ли, другой вопрос? Старовойтова вступает в борьбу. Остановила одну хоккеистку «Спартанок», а вторая как раз шайбу подобрала.
Корягина. Яковенко, пожалуй, самая активная в составе «Пантер» по ходу этого матча. Снова Корягина здесь помогает своей помощнице, помогает своей партнерше, но спартанки шайбу перехватывают. Борьба у дальнего бортика. Тут же передача в центр. Можно бросать с этой позиции. Нет, делится. О, вот так вот разыграли-то. Посмотри, как интересно все это вышло. Мы сейчас будем смотреть повтор этого эпизода. И здесь, похоже, повреждение получила одна из представительниц команды «Пантеры». Она не поднимается со льда. Похоже, головой при падении ударилась как раз о поверхность площадки. Пожелаем здоровья. Это 14-й номер. Это Елена Корягина. Вот оно, столкновение. Я думаю, что сотрудники медбригады, особенно вот потрясающий у нас усатый доктор, Ксения, расскажите нам, что происходит между лавками и насколько тяжелое повреждение получил хоккеист «Пантер». На самом деле тоже хочу сейчас это выяснить, потому что врач пока еще не подошел к хоккеистке. Она сидит, тяжело дышит, чувствуется, что испытывает некую боль. Пока не знаю о характере травмы. На самом деле хотелось бы добавить, не так давно слышала мнение судей полевых, которые часто работают, судят матчи дивизиона Амазонки. Они говорят, что девушек судить намного тяжелее, поскольку тяжелее оценивать критерии силового приема. Поскольку девушки слабые, намного слабее, чем мужчины, и от какого-то столкновения, которое, от мужчины не сильно пострадает, девушка может получить серьезную травму. И, соответственно, за этим нужно очень внимательно следить. Я постараюсь узнать, что с нападающей командой «Пантеры» случилось, но пока что вроде бы все в порядке. Надеемся, скоро выйдет она на лед. Спасибо, Ксения. Но я позволю себе не согласиться со словами о том, что девушки слабее мужчин. Потому что девушки, которые играют в ночной хоккейной лиге в дивизионе Амазонок, в принципе, девушки, которые играют в хоккей, они значительно сильнее духом и физически некоторые тоже ряда мужчин. Нет, это бесспорный факт. А пока что я хотел бы дополнить репортаж с тем, что Кристина Яковенко, 9-й номер, ассистентка данной команды, поразила ворота спартанок. Еще становится у нас 3-2. Не успели мы обсудить, посмаковать этот момент со взятием ворот, потому что там повреждение получила Корягина. Так вот, передачу, хорошую комбинацию разыграли игроки, хоккеистки «Пантер». И великолепная перепасовка, такая спартаковская футбольная стеночка вышла в лучших традициях. Передача на одну клюшку, затем на другую. И Яковенко тут же посылает шайбу в ворота и выводит в третий раз, кстати, свою команду вперед. Да, пока что у нас спартанки выглядят в роли отыгрывающейся команды, но, по крайней мере, в двух прошлых эпизодах удалось им это сделать достаточно быстро. Как интересная ситуация в этот раз сложится. А пока мелькнуло у нас крупным планом сосредоточенное лицо Оксаны Вдовиной, тренера «Пантер». Она сейчас на скамейке запасных перед своими подопечными располагается. Вот что касается Александра Земского, наставника «Спартанок», то он выжидательную такую позицию занял за спинами своих хоккеисток. И что он, что она молча взирают на то, что происходит на льду. Спартанки в атаке. Бросок принимает на себя защитница. 44 номер Светлана Старовойтова. И сейчас выход 1 на 1 должен получиться. Еще и по центру Корягина накатывает. С ней все в порядке, слава богу. Хватило скорости, но не хватило концентрации в этом моменте Елизавете Логиновой. И не смогла она переиграть Анну Завьялову, защищающую ворота хоккейного клуба «Спартак». Вот какая цветная коса у Логиновой. Это для устрашения, конечно же, соперниц, я думаю. Или для того, чтобы была возможность отличить по системе свой-чужой. Вообще, ты знаешь, дорогие дамы, я надеюсь, что когда вы будете пересматривать этот репортаж, вы не будете нас очень сильно корить с Максимом. Я просто вот думаю, что почему девушки иногда играют гораздо жестче мужчин в хоккей. Потому что, Макс, представляешь, выезжает на лед команда, и все одеты в одно и то же. И, конечно же, тут неудивительно, что хочется сразу как-то вот что-то такое устроить. Между прочим, очень неплохой, с неудобной руки. Но это даже не бросок, это бросочек такой получился сейчас у Ольги Некрасовой. Правда, момент заигран, и у нас уже атака на ворота спартанок. Здесь на месте Завьялова.
продолжая твою тему про одинаковую форму, про одинаковые хоккейные наряды, ты считаешь, они играют достаточно грубо, чтобы затем пятнами крови можно было различить, обилием крови на свитерах, различить ту или иную хоккеистку? Максим, ну давай сначала досмотрим этот эпизод и заваливают, да, здесь, конечно. Я просто, похоже, стал Нападающие. слишком кровожадным, комментируя Лигу мечты и Лигу надежды, где травмы случаются практически в каждом матче. Ну, у нас Наталья Субботина была, что называется, обрушена на лед перед воротами «Пантер». Между прочим, сейчас вот так вот все-таки к судейскому корпусу имел претензии Александр Витальевич Земсков. Насколько мне известно, между прочим, он сам работает судьей на хоккее, правда, на мужском, естественно, и в правилах-то уж точно он профессионально разбирается. А насчет пятен крови, Максим, ну, действительно, у тебя какая-то неутоленная жажда, наверное. Ты случайно по ночам в летучую мышь не обращаешься? Ты знаешь, кстати, вчера видел летучую мышь уже в сумерках и, в общем-то, был готов сказать: «О, здравствуй, брат». Середина матча у нас за вот такими разговорами. Между тем случилось. 30 минут команды отыграли. 3-2 «Пантеры» ведут. И сейчас вбрасывание состоится в средней зоне. Еще и скамейка оштрафованных «Спартанок» открыта. Атака игрока, не владеющего шайбой, зафиксирована арбитрами. Еще и клюшка сломалась у хоккеистки в светлой форме. Это была Анна Лебедева, 27 номер. Именно ее отправляют на 2 минуты. Вот спина Лебедевой, ее коса, ее клюшка, ее коньки, ее фигура только что были в кадре. И Анна Лебедева отправляется на 2 минуты. Большинство у «Пантер». Выиграно вбрасывание в чужой зоне, но шайба потеряна. Чистякова смогла пробросить ее на дальний борт, и зона будет закрыта. Екатерина Белоказович. Передача на дальний фланг. Пас в угол площадки. Борьба идет за шайбу. Продолжается. Удаление, между прочим, у «Спартанок». Анна Лебедева, 27 номер, отправилась на скамейку штрафников. И сейчас, конечно, придется им в обороне постараться. Да, ну видим, как высматривает, где там «Пантеры» с шайбой Анна Завьялова, находясь на последнем рубеже «Спартанок». А «Пантеры» все это время в большинстве продолжают в чужой зоне находиться. До броска дело доводят, но Завьялова вступает в дело и встречу останавливает. Ты обратил внимание, Максим, как у Анны Завьяловой очень интересно шлем бирюзового цвета и такого же бирюзового расцвета щитки вратарские. Да, но странно тогда, почему на блокере и даже- на ловушке нет. Даже не совсем бирюзовый, это, наверное, все-таки небесно-голубой какой-то. Возможно, это один из любимых цветов Анны Главное, что, Завьяловой. видишь, девушки играют в хоккей, но не забывают о том, что они все-таки девушки. И стараются вот как-то даже в этой ситуации приукрасить свой игровой костюм. Этим, кстати, грешат, если можно так сказать, и некоторые мужчины-вратари. Но мужчина-вратари. Уж точно момент, секундочку. И что у нас здесь? Мимо ворот шайба проходит. Мужчина-то вратари, это понятно, но вот где ты видел, покажи мне хотя бы одного вратаря из мужских команд, который себе какие-нибудь рюшечки пришел в форме. Или Ну, ты ленточки, знаешь, или бантики. всякие ведь вратари бывают, и всякие хоккеисты бывают. Кстати говоря, да, есть Вот, на ваших посмотрите. экранах, да, такая вот клюшка с черепами. И я думаю, что, Тут не до бантиков. ну, в общем-то, да. Бросок по воротам. Шайба Вратарь отскакивает от ворот. не сумел зафиксировать ее и продолжает контролировать ситуацию в своей вратарской. Виктория Иванова в полном составе уже «Спартанки». В формате 5 на 5 игра проходит. Ну и снова отметим, что в меньшинстве-то «Спартанки» действовали куда более опасно, чем «Пантеры» в своем большинстве. Это было в первом периоде заметно, и во втором как раз, когда выходила одна из хоккеисток в светлой форме Абсолютно с тобой согласен, на Максим. ворота голкипера, который одет в темную форму. Передача по борту. И, конечно, здесь вряд ли кто-то из «Спартанок» сможет как-то... А может быть, и можно попробовать, в общем, что-то такое. Падение на лед без нарушения правил.
Чистый вход в зону. Бросок по воротам. Не попадает в створ сейчас. Хоккеистка Спартанок. И клюшку она же подставляет. Это 14-й номер. Это Эльмира Мегрелишвили. Я вот думаю, заканчивать не мысль про рюшечки и хоккеистов. Конечно, можно продолжить, тем более шайба пока в средней зоне. Ты знаешь, Максим, если честно, в одном из американских штатов действительно есть вот, гей-лига хоккейная. На полном серьезе играют не только там мужчины, но, в общем, нам это все чуждо, а так или иначе, вот там, я думаю, точно и мужчины рюшечки пришивают себе, и девушки какие-нибудь, что-нибудь пострашнее, чем рюшечки. В общем, нет, на полном серьезе не шучу. По-моему, в 2015 году она еще была создана. Ну и пусть играют в своей лиге и дальше, а мы вернемся... Противные. Действительно, очень противный и неполезный. А мы вернемся на ночную хоккейную лигу, на фестиваль. На в самую город Сочи. лучшую лигу в мире, где вот этого вот всего безобразия никогда не будет. Это уж однозначно. Ты знаешь, как сказал бы президент Беларуси, Я тебя породил, я тебя убью. нет, господин Лукашенко, он сказал, вот я вот всего этого не приемлю. Но так или иначе, шутки ради, мы все это сказали. Кроме того, что действительно такая лига существует. Но мы давайте забудем про этот момент, дорогие друзья. Я надеюсь, вы понимаете, что мы стараемся немножко как бы юморить, для того, чтобы эфир был искристый, живой, и он блестел точно так же, как блестят глаза Максима Гречанина, когда он смотрит на хороший хоккей. И на хороших девушек в том числе, которые играют в хоккей. А когда хорошие девушки и хоккей сочетаются, так это вообще просто замечательно, мне кажется. Это мой топ из топов. Да, Яковенко у нас между тем в атаку. Мчит девятка Пантер. Передача под бросок. А здесь еще и подставление на дальней штанге. И повторная атака. И бросок. И Завьялова шайбу накрывает. И на 17-й минуте второго периода остановлена встреча. Сейчас видим не слишком довольна Завьялова. Судя по всему, как поступают с ней ее собственные игроки обороны. Вот так бросают на растерзание. Ну, кстати, видим, что и обмотка на клюшке у Завьяловой таких же цветов, что и щитки, и шлем. А вот бутылочка с водой розового цвета. В то время как, по-моему, рано или поздно, я думаю, что мы увидим ворота Пантер в этом матче. Вот там я тоже хотел бы внимание на бутылочку обратить. По-моему, нечто вот от бирюзового, там то ли ленточка, то ли что-то еще такое присутствует. В общем, очень интересное противостояние, дорогие друзья. Хотя я думаю, что есть категория, между прочим, людей, которые сейчас наблюдают за дивизионом Спартанки, и которым может быть интересно вот наши вот эти разговоры про форму одежды, про расцветку ее. Ну, это в теории, конечно. Я думаю, что все остальные зрители сидят и просто слушают и такие, что вообще происходит, что там происходит в студии. Ну, для того, чтобы понимать, что происходит, нужно, конечно, и видеть, что творится на площадке. А сейчас одна из хоккеисток Спартанок быстро-быстро убежала со скамейки запасных в раздевалку. Возможно, Ксения Мурзина у нас выяснит, что там приключилось. Ну и посмотрим, кто это был, когда вернется девушка. А пока у нас 18-я минута второго периода. Шайба у Спартанок. А право что-то сказать у Ксении Мурзиной. Грилишвили покинула сейчас скамейку, но мне хочется сказать, что вот то некое спокойствие, которое мне показалось присутствует в матче на самых первых минутах, от него сейчас уже практически ничего не осталось. Девчонки все на взводе, очень эмоционально реагируют, особенно спартанки, на все игровые эпизоды, на какие-то ошибки, на заброшенные шайбы они также реагируют очень-очень ярко. И я хочу также процитировать еще фразу Оксаны Вдовиной, которая вот буквально совсем недавно сказала: продолжаем играть, выходим и бьемся. То есть видно, что девчонки настроены очень серьезно. Коллеги, вам слово. Спасибо, Ксения. Ну что ж, дорогие друзья, у нас удаление отправилось на скамейку штрафников. В очередной раз Оксана Чистякова, 25 номер у Спартанок.
И сейчас у Пантер на завершении второго периода вот такое большинство яркое получается. Вообще, в принципе, яркий хоккей у нас демонстрируется. И, наверное, абсолютно права Оксана Удовина, говоря своим подопечным, что действительно идите и бейтесь. Но все мы прекрасно помним, что это фраза Сергея Наильевича Гимаева. Да, совершенно верно. Сейчас подсказывает нам режиссер трансляции, что вот через сетку защитную, через стекло защитное проглядывают накрашенные реснички хоккеисток. И видим, Скорее что... всего, раз операторы рассмотрели этот момент, то операторам понравились хоккеистки. И их реснички, глаза и накрашенные реснички. Это говорит о том, что девушки... Ясные очи. Вот так. Да, это говорит о том, что девушки подходят к матчам хоккейным не только ответственно, но и не забывают о том, что они в первую очередь представительницы прекрасной половины человечества, а женщина и девушка должна быть прекрасна всегда. Во всем. И во всем. Совершенно верно. Максим, ты не думаешь, что если нас вдруг посмотрит кто-то из хоккеистов мужчин, просто подаст протест на наш комментарий, потому что мы очень активно перехваливаем Всесторонне поддерживаю хоккеисток, но на самом деле есть за что. Хороший хоккей, счет 3-2, закончился второй период. Дорогие друзья, мы выходим на небольшой перерыв. И если вдруг Ксении удастся взять у кого-то интервью, то мы будем этому несказанно рады. Ксения, вам слово. Дина Харина, защитник команды «Спартанки», у нас в прямом эфире. Дина, по окончании двух периодов счет, к сожалению, не в вашу пользу. Что не получалось у команды, что нужно сделать, чтобы прибавить в заключительном отрезке? Не получалось многое за весь турнирный период. У нас было травмировано больше 3 игроков. Двоим пришлось отбыть в Москву по семейным обстоятельствам, поэтому мы на волевых, так сказать, пытаемся играть. Будем очень стараться, еще целый период впереди. Спасибо. Как оцените, еще один вопрос, как оцените соперников по группе? Не удалось пока вам не одержать ни одной победы. Это все из-за каких-то внешних обстоятельств или все-таки посильнее девушки сегодня? Ну, из группы мы знаем команду «Град», они из нашей группы. С «Грозой» мы встречались на смежных турнирах, мы тоже с ней знакомы, мы знали, что они сильные. «Росхимик» тоже не оказался сюрпризом, так как их основной состав, все представители команды «Скиф», мы тоже их всех знаем. Они все тренируются, у них есть возможность собираться. У нас же команда из молодых мам, у нас у всех дети на трибунах сидят, и мы можем только раз в неделю выбираться. Ну и вот как-то так своими силами будем сегодня отыгрывать хотя бы 5-е место. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Отпускаю вас на скамейку запасных. А с нами была Дина Харина, защитник команды «Спартанки». Коллеги, слово вам. Спасибо, Ксении. Ну что ж, только что стартовал у нас третий период. В большинстве пока что у нас «Пантеры». Еще 30 секунд у них есть времени для того, чтобы надавить на оборону «Спартанок» и попробовать как-то, может быть, шайбу забросить. Но это уж как игра сложится, как все это будет происходить, мы предположить, честно говоря, не можем. Ну, попробуем зато на все это понаблюдать, за всем этим красивым действием. А я скажу спасибо Ксении Мурзиной за то, что она вывела на это флеш-интервью столь симпатичную представительницу команды «Спартанки» Дину Харину. И вы, дорогие друзья, наблюдая за этим матчем, созерцая это флеш-интервью, можете понять, что в хоккее играют вот такие очаровательные девушки. Да, у нас 5 на 5 формат восстановлен. И, в принципе, Максим, я считаю, что это один из лучших моих комментаторских дней за весь сочинский фестиваль. Во-первых, я комментирую вместе с тобой. Это у меня была мечта аж с 4 числа, еще когда мы с тобой даже не были знакомы. А во-вторых, дивизион «Спартанки». Что ж такое-то, господи боже мой, амазонки, конечно же. Вот не отпускает меня мысль о том, что «Спартанки» во втором периоде поразить ворот соперника не смогли. И, соответственно, ожидает нас сейчас яркая атака, наверное, от них какая-то, наступательные действия и все прочее с этим связанное. Вот как раз «Спартанки» сейчас могли выйти в атаку, но шайба не задержалась на клюшке. Но, кстати, «Спартанки» больше 2 шайб по ходу этого фестиваля не забрасывали за матч. 2 прошли в ворота «Гризли» 1. А вот
больше 2 еще не бывало в воротах соперниц. Но что касается «Пантер», то, как уже говорил Миша, они уступили Ростхимику 3-12, но как раз вот 3 шайбы смогли за 60 минут положить в сетку чужих ворот. Спасибо, Максимка, что ты продолжаешь, как и в середине фестиваля, соблюдать у нас канадскую субординацию. Но на самом деле это очень приятно, очень мило, что мы с тобой вот как-то все-таки смогли найти общий язык. Я, честно говоря, боялся, что я не вытяну репортаж с тобой, но у нас получается, по-моему, очень здорово. Жалко, что нас не слышит наш коллега Михаил Головет. А если слышит, то я думаю, что он сейчас плачет просто в стороне. Потому что мне сказали, что не надо так говорить. И вообще, что, по-моему, пора снимать гарнитуру и брать билет на самолет. Ну что ж, дорогие друзья. Фестиваль заканчивается уже завтра финальная встреча, поэтому билет на самолет, я думаю, уже куплен. И мы все скоро отправимся отсюда по своим городам-довесям. Лично я вернусь в Сибирь, в город Омск, где весна никак не наступит. У нас снег до сих пор идет. Поэтому мне лично очень грустно будет покидать Черноморское побережье. Максим, Можно? ну если вдруг ты будешь проездом в Москве, милости прошу к моему шалашу, как говорится. Я приму это к сведению, Михаил, и с удовольствием принимаю твое приглашение. Вот. Ну и, конечно, если вдруг я окажусь в Омске, что, правда... Хотя, почему нет? Ты знаешь, я достаточно импульсивный человек. Я вот такой же импульсивный, как атака «Спартанок» сейчас. И шайба в воротах. 3-3, дорогие друзья. На табло сейчас вот-вот загорится. Троечка за «Спартанок». И совершенно справедливо заметил Михаил, шайба в воротах. На 4-й минуте 3-го. Ксения, вам слово. Да, спасибо, друзья. Мне вот сейчас удалось выяснить, что у команды «Пантера» есть не только женская любительская команда, а есть еще детская команда, где играют девочки, по-моему, 2004-2003 годов. Они также показывают очень хороший результат, и базируются они все в одном спортивном клубе. По-моему, «Питер» называется. Сейчас мне сообщили. Поэтому вот такая вот неплохая преемственность поколений есть у петербуржцев. Вот так вот развит хоккей в культурной столице, и это не может не радовать. Дорогие друзья, возможно, что у нас что здесь? И это гол. Это похоже взятие ворот. Да, Совершенно верно. показывает нам рефери на то, что взятие есть. Дорогие друзья, у нас, возможно, в третьем периоде произойдет замена комментаторской бригады. Одного из нас может неожиданно вдруг заменить наш великолепный коллега Олег Морозов. Ну что ж, «Спартанки» опровергают мои слова, сказанные пару минут назад. Говорил я о том, что больше 2 шайб они не забрасывали. Они за 2, буквально за 1,5 минуты 2 положили за спину «Пантерам». И уже ведут по ходу матча, по ходу которого они только догоняли соперница. Сейчас и вовсе вырываются вперед. И видим, сколько радости в действиях Эльмиры Мигрелишвили, которая, кстати, как говорила Ксения Мурзина, покидала скамейку запасных, куда-то отлучалась ненадолго, уходила в раздевалку. Шайбу забросила Мария Марченко, номер 11. В зоне «Спартанок» шайба, выбрасывает ее ближе к синей линии 8-й номер. Это Алина Горбунова. И сейчас «Пантерам» необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы постараться все-таки догнать соперниц. Вроде диктовали они игру, вроде по ходу 2 с лишним периодов, но все-таки сейчас пропустили 2 быстрых шайбы и уже вынуждены отыгрываться. Падение в борьбе. «Спартанки» и «Пантеры» в итоге пошла на смену Ну, вот здесь, посмотри, Елизавета Логинова. черно-розовые смогли перехватить шайбу в центре, забросить ее в зону к сопернику. И сейчас они попробуют как-то прессинг, может, какой-то провести. Атакующие действия точно надо начинать. По-прежнему мешается вот эта упавшая клюшка на льду. Судьи не убирают ее. Это все абсолютно верно, потому что не представилось еще такой возможности. Необходимо же еще следить за правильностью проведения хоккейного матча и за тем, чтобы правила не нарушались. А если они нарушились, то необходимо кого-то за это покарать. Возвращается игра в зону «Спартанок». Активно девушки покрикивают друг на друга, чтобы те действовали внимательнее, особенно в своей зоне. Но видим, что, похоже, «Спартанки» начинают играть на удержание счета. По крайней мере, шайбу выбрасывают они раз за разом от своих ворот. Завьялова вступает в игру, отбивает шайбу клюшкой в угол площадки.
И здесь даже арбитр вступил в борьбу, оказавшись среди девушек. Нельзя, кстати, не сказать, Максим, и не отметить тот факт, что у нас прибывает потихонечку. Вот я обратил за 3 периода, количество мужчин на зрительском секторе увеличивается. Все так вот с интересом наблюдают за происходящим. И, конечно же, момент серьезный, но здесь на месте Анна Завьялова. Нельзя не отметить, что есть поддержка у обеих команд. И есть даже баннерный развес небольшой у непосредственно хоккейного клуба «Спартанки». Да, ну и там сидят детишки, очевидно, это дети хоккеисток как раз, которые поддерживают своих мам. Естественно, в сопровождении кого-то из взрослых. Не сами они пришли сюда, в Ледовый дворец большой, на трибуны. Но это неудивительно, если у хоккейного клуба «Спартанки» 3 хоккеистки травмированы, то вот, скорее всего, они и сопровождают общих детей. Вот такая банка влетает в ворота сейчас «Пантерам». Очень неожиданно и очень, как радуются девушки. Ну, это понятно, потому что ни одной победы до сих пор не одержано. 4 поражения с общим счетом 3-29. А сейчас хорошая возможность есть уйти, наконец, с последнего места и на позитивной ноте завершить для себя этот фестиваль ночной хоккейной лиги. Принимает поздравления 13-й номер. Наталья Субботина. И да, Наталья Субботина, совершенно верно. Это первая шайба в ее исполнении по ходу этого матча. 9-я минута 3-го периода, середина, заключительная третья, все ближе и ближе у нас. И «Спартанки» сейчас демонстрирует потрясающую волю к победе. Этакий спартанский характер. Словно, посмотрев они коротенькую зарисовку во время перерыва между 2-м и 3-м периодом из фильма легендарного известного Зака Снайдера «300 спартанцев», дружно хором крикнули «Это Спарта!» и пошли вперед отыгрываться. Ну, будем надеяться, что с ноги никто не получит по ходу этого матча, как было как раз-таки в той великолепной картине. Прям, Максим, ты сказал, мне прям пересмотреть захотелось. Ну, а кто у нас в роли царя Ксеркса будет со стороны персийцев? Ну, здесь руководители царей в качестве, вернее, тренер в качестве царей, я думаю. Продолжается игра, и «Пантеры» выбрасывают шайбу из своей зоны. Но сейчас видим, что неточные передачи пошли, и не получается даже до центральной линии добраться. Но вот сейчас передача. Пас хороший на капитана. До броска дело дойдет. Это передача на пятак. Здесь завалили хоккеистку «Пантер». Это Яковенко была. Сразу 2 спартанки обрушились на нее. Бросок неточный, хотя и достаточно мощный по меркам женского хоккея. И девушки продолжают биться за шайбу. Выходит она в среднюю зону. Ну что ж, полпериода у нас осталось, дорогие друзья, до завершения этого матча. На табло 3-5. Впереди команда из столицы нашей родины Москвы. А вот команда из культурной столицы, из Петербурга, пока что уступает своим оппонентам. И, в общем-то, достаточно интересно, как все дальше может развиваться и в каком формате это может происходить. Ну и, кстати, сказали мы о том, что «Пантеры» и «Спартанки» занимают 5-е и 6-е места в Лиге Амазонок. И не сказали совершенно о том, кто же там лидером является. Так вот, «Град-1» 4 победы на данный момент в 4 матчах, 12 очков. «Росхимик» 3 победы, 1 поражение. «Гроза-1» также 3 победы и 1 поражение. И у «Грозы», у «Росхимика» по 9 баллов. «Гризли-1» 1 выиграли, 1 в ничью, 2 поражения. И, соответственно, дальше «Пантеры», дальше «Спартанки» идут. Но так или иначе, «Град-1» и в прошлом году в этом же дивизионе тоже одержал верх над всеми своими соперниками без каких-либо, в общем-то, проблем. Сейчас упала возле своих ворот Светлана Старовойтова. И, мягко говоря, она выпрашивала удаление сейчас у арбитров. Так эта картина обрушилась на лед, долго полежала, подумала, поняла, что нарушение не зафиксировано, и была вынуждена покинуть площадку, отправившись на скамейку запасных. Женская хитрость, она такая. Гол! Дорогие друзья, вот это да! Вот это да! Этот момент, кстати говоря, было бы интересно увидеть в вечерних хайлайтах. Потому что, по-моему, не было еще ни одной шайбы А вот из смотрим на повторе как раз. Амазонки.
Ну, шикарно. Как спокойно, как невозмутимо Ольга Некрасова сыграла в этом эпизоде. Причем смотри, как она резко затормозила и удержала равновесие при этом. Ну, просто умница Ольга Некрасова. И она Дубль оформляет. оформляет мало того, что дубль, так еще и позволяет команде убежать далеко вперед за 8 минут до конца третьего периода. Я напоминаю, дорогие друзья, что С передачи согласно Анны регламенту у нас Номер 82. Шайбу забросила. лишь 2 минуты в третьем Ольга периоде в конце Некрасова. матча Номер могут 5. быть сыграны чистым временем в том случае, если разница шайб между командами не будет превышать Выход 1 на 1 3 сейчас у Пантер. И Это 4-6. гол, дорогие друзья. И это снова Елизавета Логинова. Оформляет она также дубль. Это еще не все потеряно, Михаил. И я думаю, что в последние 7,5 минут зрители, которые, возможно, там слегка загрустили со стороны спартанок, со стороны Пантер, конечно же. И со Спартаном воспрянут тоже, духом. потому что обилие голов давно мы не видели. А здесь 2 гола меньше, чем за минуту. Главное, Максим, ты не грусти у меня. А я и не буду грустить, Михаил. И правильно. Потому что у Когда? нас, имею в виду, Олег Морозов все еще готов кого-то из нас подменить в репортаже, в том случае, если мы с тобой выпадем из строя, так сказать. Номер 90. У нас есть что сказать Ксении Мурзиной. И, Ксения, тебе слово. Да, спасибо большое. Хочется сказать, что после 5-й и 6-й заброшенной шайбы спартанки буквально ликовали. Ну а после вот 4-й пропущенной есть ощущение, что даже не сильно расстроились. Однако тренер, наставник команды Александр Земсков продолжает покрикивать на своих подопечных. Просит активно включать ноги и быть активным на пятаке, поэтому не дает своим подопечным расслабляться. Спасибо. Только что была у нас статистика на экране представлена. Ну, в общем, по броскам в створ спартанки своих соперниц серьезно опережают. 11 против 19. Знаешь что, Михаил? Я не буду грустить, потому что я уже по ходу сегодняшнего репортажа совместного с тобой понял, что если мы вместе комментируем игру, то здесь, в общем-то, не до грусти. Каждое слово, каждый наш диалог, каждая фраза, они, я думаю, дарят не только нам хорошее настроение, но и зрителям. И... Да, я очень надеюсь, что зрители нас правильно понимают и оценивают, ну, скажем так. Да, дорогие друзья, например, вот у Максима очень хорошее чувство юмора, в то время как я пытаюсь понять. Да, гол. И это гол, и арбитр показывает на то, что взятие ворот состоялось. Но здесь какие-то еще... Вторая такая шайба от спартанок, заброшенная, что называется, с мясом. Такой мусорный гол, но так или иначе затолкали все-таки шайбу. И смотрим еще раз на повторе. Вот бросок, отбивает голкипер Иванова. И закатилась шайба. Да, вроде Иванова. Даже если в первом случае удалось, по-моему, ей из-под ленточки шайбу даст. Да, вот Да, здесь. уже даже здесь уже был гол, но и на добивании то, что точно произошло. Несмотря даже на то, что у Виктории Ивановой потрясающий перламутровый шлем, который, я думаю, что в бликах софитов отражает яркий свет и пытается таким образом Виктория ослепить своих соперниц. Не думаешь так, Максим? Вполне возможно. Главное, чтобы она не использовала его как мотоциклетный шлем, не одевала и не рассекала по Санкт-Петербургу. И тогда это чревато, в общем-то, неприятными последствиями. Ведь блики от этого шлема могут ослепить мимо проезжающих водителей. Да я думаю, что своей красотой Виктория Иванова может ослепить всех водителей. Тогда не повезло санкт-петербургским, потому что Наоборот, им впору... и повезло, и вот в плане правил соблюдения ПДД Им впору, я думаю, просто выходить, вставать со своих водительских мест, гасить фары, глушить мотор и идти пешком. да, и просто любоваться барышнями. 4 минуты до конца третьего периода. 4-7. Пантеры горят по ходу этого матча. Хотя выигрывали 1-0, 2-1, 3-2. Но в итоге спартанки догоняли, догнали. А в третьем периоде и вовсе вырвались вперед. И даже, казалось бы, 4-я шайба Пантер слегка приободрила эту команду. Но все-таки 7-я пропущенная. И многое становится понятно по ходу этой встречи. Но спартанки, смотрите, почувствовали свою игру. Бросок почти от синей линии. Отбивает Иванова щитками. И Пантерам не получается в контратаку выскочить. Спартанки продолжают шайбу перехватывать. Ну, здесь, знаешь, что главное отметить, наверное, тот факт нужно, что
Несмотря на то, что, ну, дорогие друзья, я надеюсь, опять же, никто не обидится на меня, если скажу, что это все-таки дерби аутсайдеров. Это дерби последних мест. И несмотря на это, хоккеистки смогли сохранить боевой настрой на эту игру и демонстрируют нам потрясающе яркий хоккей. И одна команда, и другая. И вот смотри, как игра прям перемалывалась, она переваливалась из одной стороны в другую. И как итог у нас вот разница в 3 шайбы. Но по-прежнему, кстати говоря, еще при таком счете у нас даже через 45 секунд, которые вот буквально скоро истекут, будет чистое время. Если, конечно, за это время не будет заброшена, например, шайба одной из команд. Тогда либо не будет чистого времени, либо наоборот оно укрепится. Да, совершенно верно. Но пока показывает арбитр, что необходимо спартанкам из чужой зоны выходить, потому что положение отложенного офсайда зафиксировали они. Пантеры сейчас, наверное, будут прикладывать максимум усилий для того, чтобы постараться вернуться все-таки в эту игру и провести последние 2:15. Полезно для себя в атаке. Закрыта зона. Да-да-да, здесь есть, конечно, время. Черно-розовые спортсменки сейчас кинутся в бой. И, в общем-то, давили они весь матч. Но вот просто где-то немножко концентрация, наверное, была потеряна. Ну и плюс, конечно же, стоит тут отметить некоторый момент. Несмотря на то, что у спартанок, напомню, главный тренер Александр Витальевич Земсков работает в судейском корпусе, вот все-таки у спартанок 4 удаления, а у пантер лишь 1. Как это можно объяснить? Я думаю, на это ваших экранах как раз сейчас тренер спартанок. Я думаю, Александр Витальевич может это как-то объяснить, но с другой стороны необходимо будет поработать ему со своей командой над игровой дисциплиной, потому что, да, действительно, гораздо больше удалений было у спартанок. И, в общем-то, один из эпизодов был достаточно жестким, когда Чистякова отправилась в штрафной бокс. Она там за подножку, если не изменяет память, получила свои 2 минуты. И так достаточно грубо атаковала соперницу. Но с другой стороны, смотри, вот надо ли работать над дисциплиной, если команда сейчас ведет в счете. Это говорит лишь о том, что в те моменты, когда на ворота спартанок шел навал атаки от соперниц, они играли достаточно... Нет, шайба не в воротах, это лишь штанга была. Они играли достаточно жестко. И, может быть, после этого некоторые из хоккеистов «Пантер» просто боялись подъезжать к воротам московской команды. Михаил, я вообще говорю, чтобы работали над дисциплиной. Не применительно к этому матчу конкретно, а в принципе в следующем отборочном этапе. Да. Первый принцип хоккея – это уважай партнера. Мы все за хоккей без травмы, мы за мир, за любовь. Мы как Игорь Николаев. Только мы не пьем за любовь. И без усов. Да. И без длинных волос. И даже мы не как Стас Михайлов, у нас нет большого креста на груди. Естественно. У нас есть стандартные, как базовые настройки. Но так или иначе, дорогие друзья, это все опять же ради шутки. Просто мне почему-то и Игорь Николаев, и Стас Михайлов вспомнились вследствие того, что дивизион Амазонки на ваших экранах и ночная хоккейная лига вот под этой всей ситуации. У нас атака и не попадает в ворота благодаря действиям голкипера спартанок Анны Завьяловой. Не попадает, это 5-7, Михаил. Не попало в том эпизоде. Как думаешь, за 12 секунд возможно отыграть 2 шайбы? И будет ли сейчас Оксана Юрьевна Вдовина снимать голкипера с ворот у санкт-петербургской команды? Это посмотри, она перевалилась через бортик и, похоже, просто смотрит немигающим взглядом в лед, в одну точку. Понимает тренер, что за оставшиеся секунды уже практически ничего нельзя сделать. Необходимо сразу со вбрасывания практически идти вперед. И видим, что не получается выиграть шайбу. Она в Спартаке. Но вот сейчас Корягина стала автором 5-й шайбы. И, наверное, уже доверись первой. Да, заключительной шайбы в этом матче. Ну что ж, дорогие друзья, со счетом 5-7 победу одерживает хоккейный клуб «Спартанки» из города Москвы. Девчонки, «Пантеры», не расстраивайтесь. Санкт-Петербург потрясающий, красивый город. И главное, знаете, что без поражений побед не бывает. У вас все впереди.
И Наказана не отступать, не сдаваться, только Эльвира вперед. Мегрелашвили, номер Огромное спасибо и 14, низкий команда поклон «Спартанки». обеим командам. Ну, а посмотри, как За- радуются спартанки этой добытой победе. Последней игре удалось завоевать 3 очка и все-таки уйти с последнего места и разменять этот унылый грустный 0 в графе набранных баллов. И в итоге спартанки при 4 поражениях одержали 1 викторию. Смогли занять 5-ю позицию, сместив на 6-ю пантер, у которых 4 поражения, теперь уже и 1 ничья. Ну вот смотри, как интересно получилось. У спартанок нету ни одной виктории в составе, зато есть теперь виктория в конце фестиваля, которая очень им была нужна. Посмотри, как интересно команды жмут друг другу руки. Не по прямой выстроившись, а по вот овальной траектории. Это очень Интересно и Я необычно. первый раз такое вижу, если честно, в хоккее, в принципе. Да, а у нас между тем готовится флеш-интервью, и собеседником Ксении Мурзиной станет главный тренер «Спартанок» Александр Витальевич Земсков. На этом мы заканчиваем свой репортаж. Для вас работали Максим Гречанин И Михаил Гришин. Александр Витальевич Земсков, наставник команды «Спартанки» из города Москвы, сейчас у нас в эфире. Александр Витальевич, поздравляю вас с победой. Это первая победа на данном фестивале. Поделитесь своими впечатлениями от первой победы, от эмоций и все-таки, за счет чего сегодня удалось выиграть? Знаете, эмоции прям действительно сейчас зашкалить. Просто даже хриплю немножко, наорался, конечно. Ну, знаете, первый турнир, который, мы приехали сюда, действительно, девчонки добивались, это 2 сезона. То есть мы как бы 2-е место занимаем в регулярке. И вы хотели приехать сюда. И получилось так, что приехали, да. Но первая победа для девчонок это просто, вот они сейчас горят этим. То есть как бы хоть и какая-то позитивная нота после столько поражений. Вот. Думаю, что они сейчас просто устроят хорошую вечеринку, может, после этого матча, хоть отдохнут. Потому что они долго шли, потому что игра не идет. То есть реально, у меня много игроков не приехало, многие заболели, у кого-то там по семейным обстоятельствам не получилось. То есть у меня основных игроков действительно сегодня не было. То есть девчонки собрались с тем коллективом сбитым, у которого хотели. Да, вот первые 2 игры 9-0, да, для них тяжело было, но как бы... опустили, продолжили дальше играть. С Градом 7-1, но мы с ними давно играем, то есть мы в регулярке с ними постоянно встречаемся. Для них 7-1, Град всегда пропускает шайбу. Это стабильно, то есть Град для нас это 1 шайбу мы им забиваем. Да, у нас была 1 первая встреча, мы 2-0 с ними сыграли. Град был в шоке, то есть они не понимали, что происходит. Я надеюсь, в следующий сезон все вернутся в состав, и мы достаточно будем уверены, что еще попадем в Сочи и будем уже более сильным составом здесь играть. Насколько я знаю, некоторые сложности были при подготовке, то есть как у вас дела обстоят с условиями, хватает ли льда, как часто вы тренируетесь, я так думаю, что сказалось ли это как-то на результате и хотелось ли чего-то, наверное, вам большего? Конечно, хотелось бы большего, то есть тренировка у меня как бы состав команды все молодые мамы, все с детьми, у кого по 2, у кого по 3, редкость у кого 1, я все знаю, у меня жена играет, как бы у нас 1 ребенок, да. Естественно, времени не хватает на тренировки. То есть у нас получается раз в неделю хотя бы собраться. То есть тренировок, конечно, мало. Это все. И девчонки действительно понимают. То есть многие профессионалки, то есть они профессионально занимаются, естественно, тренировки каждый день. А 1 раз в неделю, это мало. То есть как бы хотелось бы больше, стараемся больше выбирать. У меня девчонки ездят, как бы играют товарищеские встречи с мужскими командами. То есть они подкатываются с ними, стараются, то есть находить время, они с ними катаются. Также основная тренировка. То есть, да, тяжело. Куда деваться, стараемся, пытаемся как-то это все наладить. Потому что многие девчонки только года 2-3 встали опять на лед. То есть у меня жена лет 15 не играла. То есть многих лет 10, у кого больше. То есть, потихонечку вспоминают, приходят в тонус. То есть, стараемся, будем стараться. То есть, как бы для нас это приехать сюда, это, конечно, здорово. Спасибо вам большое. Мы благодарим вас за интервью, поздравляем с победой, ждем на следующем фестивале. А с нами был Александр Витальевич Земсков, тренер команды «Спартанки». Команда «Пантер» играет в... Команда
10 минут